Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили. Нам объявили, что началась война. Строки известной героической песни родились у людей в первые дни войны, но и сегодня эти самые минуты по прошествии 69 лет помнят в каждом городе нашей большой страны. Ведь Великая Отечественная война явилась одним из самых крупных вооруженных столкновений в истории человечества. На борьбу с гитлеровской армией встала вся страна. На фронте и в тылу людей всех наций и народностей объединяла одна цель – выстоять и победить. Страна выстояла. Люди заплатили за это жизнями 47 миллионов человек. Я обращаюсь к молодому поколению. Берегите и уважайте тех, кто подарил нам мир и свободу. Уважайте друг друга. На рассвете в Наро-Фоминске, как и во многих городах России, стартовала акция «Свеча памяти». Десятки людей собрались у Вечного огня у Никольского храма. Ветераны, молодежь, руководство города. Говорили кратко, больше молчали. И сколько бы ни прошло лет, Великая Отечественная война останется для нас незабываемой исторической вехой, а воины-освободители – примером мужества, величия духа и стойкости. Те слова, что тогда написал перед боем отец. Дорогая моя, на передней у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй, ты крепче сынишку. Знай, что у вас от беды я всегда сберегу. Елена Скрипко, Максим Чепрасов, Наро-Фоминский телеканал.